Светик. Какой-то супермен. Снег кружится за окном, принесли мы в елку в дом, шарики повесили, сразу стало весело, а за елкой Дед Мороз мне мешок конфет принес. Будем петь и танцевать, будем Новый год встречать. Молодец. На здоровье. Дорогие детишки, мы вас приветствуем. Приехали к вам в гости издалека. Ехали на самолете, летели к вам. Приехали в ваш вот дом посмотреть, как вы живете. Все ли у вас в порядке, все ли хорошо. Вот с нами Снегурочка и Дед Мороз пришли. Они принесли вам подарки, вы будете рассматривать их все вместе. Скажите, все у вас хорошо? Да! Ну вот веселые, радостные дети у нас. Что это такое? Да, мы будем вешать около двери. А, понятно. Это новогоднюю такую, да? Да. А будете еще чем-то украшать? Ну, какие же вы молодцы. Да что вы? Пожалуйста, нет, Ну что это вы? от родителей. Да ну что вы? Пожалуйста, подарок от нас, пожалуйста. Ой, ну спасибо Вот вам это у нас большое. это чисто тувинская. Для Вот здесь соли. соль, а здесь Я для думал, это чая. колчан. Это и тесто вы сами Да, делаете? вместе. Вот Это как пончики, да? Это вы их учили делать, да? Салаты делаем, Получается? Ну вот сегодня мы еще побывали в Центре социальной помощи семьи и детям города Кызылы. Ну вот что мы видим? Значит, этот центр находится, вот здание, на первом этаже вот этот центр. Значит, живут здесь 97 детей. Должно быть 40, проживают 97. Значит, это дети, у которых родители лишены прав, либо пока в стадии судебных решений еще. Вот дети здесь живут. Отсюда они разъезжаются утром в разные школы, кто дети учатся. Потом сюда возвращаются, здесь они кушают, здесь делают уроки и здесь ночуют, живут здесь. Ну, в общем-то, вот первое, что бросилось в глаза, финансирование, исходя, вот мы разговаривали с заместителем министра, значит, финансирование идет, исходя 40 детей, проживает 97. Допустим, вроде все хорошо, и, значит, мебель, и так стульчики, кроватки, все есть, и дети одеты, обуты. Ну вот, допустим, говорю, какое финансирование? Глядя на меню, у меня сразу сложилось впечатление, что недофинансирование, потому что на завтрак каша, на обед каша, фруктов нет, кисломолочных продуктов нет. То есть можно бы добавить там условно яблоко, мандарин, можно на ужин там что-то уже, гарнир какой-то с рыбой, либо с мясным, с чем-то. Вот. То есть, говорю, недофинансируется. Ну, стали смотреть документы, да, по документам видим, что действительно. Вот с главой республики будем говорить об этом. Вот. Очень большая часть уходит на бензин и на заработную плату, и на питание. Это вот 3 составляющие в бюджете. И питание все-таки по сравнению с Санпином, которое действует в Российской Федерации, идет недофинансирование. Вот такую информацию дал нам заместитель министра. Посмотрели документы, вот это обсудили. То есть нарабатываем пока вопросы, которые будем обсуждать с главой республики. Они, в общем-то, есть. Вот и, значит, у медиков мы увидели, есть вопросы, хотя прекрасное здание. И здесь тоже мы увидели. Сейчас хотим съездить в одну частную компанию, все-таки проговорить на предмет тоже помощи, финансирования, значит, вот такому центру. И вот только что от нас полиция вышли, тоже помогали, оказывали помощь. И КПРФ сегодня привезли. В общем-то, понимаете, ну не должно, на мой взгляд, это очень все хорошо, что люди это делают. Но, на мой взгляд, не должно такого быть. Должно быть полностью 100% финансирование государства. И тарелки, ложки, чашки, значит, посуда, все должны финансировать, все должно идти из бюджета. Это мое мнение такое. Пока такого нет.